Aslan Ustara. Что? Он все равно раз. Вот норматив появился. Не он тебе но она не живой, шутки народ Чего это? 하나보다 드라사다 신경을 해보는 어쩌면 대표로는 можно все За 42 года в центральной котельной города Чадана не производили капитального ремонта. Изношенное оборудование не выдерживает нагрузки. Современный один котел может заменить все 5 старых. Из 2 инженерных коммуникаций одна является наиболее изношенной, и именно по ней имеются теплопотери. В зданиях в конце теплотрассы температура в 40-градусные морозы едва достигает 18 градусов, при норме 22-24 градуса тепла. Гасты кеблосам газы котельнелер дроиды по котельнелерин уголь котельнелерин онун садап бар. Деш оны затары жолдаш кашты. По таргаларын кылып мансмиетте санжурабай көктөгүнөзү көрбөйсүң. Моңсад газы котельнелер сколько көргөн. За один отопительный сезон старая котельная расходует более 600 тонн каменного угля. При новых котлах и теплотрассе расходы намного сократятся. Организации потребителей платят за тепло. На эти средства закупается уголь и выплачивается заработная плата работникам. На расширение средств нет. Обслуживающая организация ООО «Сантехник» заменить самостоятельно изношенное оборудование котельной не может, так как это муниципальная собственность. В нашей котельной работают 6 кочегаров, 1 бухгалтер и директор. Кочегары работают по 2 человека в 3 смены. Дополнительно предоставляем горожанам платные услуги сантехника, чтобы привлечь средства в свою организацию. Модернизированная котельная по задумке должна одна заменить все другие. Ведь такие социальные объекты города, как школа, детский сад, администрация, имеют свои котельные, что, во-первых, загрязняет воздух, а во-вторых, экономически нецелесообразно. В Рио главы дано поручение нам, Министерству топливной энергетики, рассчитать, рассмотреть возможность газификации данной котельной. Сейчас советником главы совместно с нами, Минтопэнерго, как раз идет расчет газификации города Кызыла. И в рамках данных работ провести финансово-экономическое, то есть технико-экономическое обоснование расчета по газификации данной котельной. После котельной Владислав Ховалык посетил Дзунхемчикский межмуниципальный медицинский центр. На территории районной больницы около 30 небольших корпусов. Большинство из них непригодны для эксплуатации, но расходы на содержание здания остаются на балансе больницы. Дзунхемчикский межкужонный медицинский центр в основном был построен в 1930-х годах. Поэтому бревенчатые вот эти здания, они уже обветшали. Например, детское соматическое отделение, вот это здание, оно сильно обветшало, там потолки местами провисли, поэтому нуждается, скажем так, в замене. Да? Как вариант, мы хотим предложить заброшенное здание санэпидемстанции, бывшее 2 года назад, оно заброшено, но технически в наиболее лучшем состоянии. Поэтому мы Владиславу Товарищевичу предложили перенести данное отделение на базу данного здания. С его стороны попросили поддержки, так как земля все-таки собственность федеральная. Поэтому, если возможно, то передать нам на баланс, если нет, то хотя бы лет на 5 в аренду данное здание получить до постройки больничного комплекса. Кадровый вопрос решается через программу «Земский доктор». В этом году выделено по 1 миллиону рублей единовременно для 4 докторов. Это 2 акушера-гинеколога, анестезиолог, реаниматолог и офтальмолог. На стационарном лечении у нас сегодня 90 пациентов. Это 20 из них туберкулезные койки и 70 Алмесовские. В инфекционном отделении на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции лечится 8 пациентов. На амбулаторном лечении находится 27. Из них 8 являются детьми до 18 лет. В основном эти дети 5-летние и 6-летние. В прошлой неделе мы получили лицензию для открытия новой прибольничной аптеки. До этого у нас аптеки не было. Для замены технического оборудования центральной котельной Чадана и инженерных сетей требуется более 4 миллионов рублей. Профильным ведомством и руководителем в Рио главы Владиславом Ховалыгом дано поручение ускорить строительство новой межмуниципальной больницы в Дзунхемчикском Кажуне. Айдана Ховалык, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Тува 24, Дзунхемчикский Кажун.